Уйгурская спортсменка, лыжница Дильнигар Ильхамджан зажигает Олимпийский огонь на открытии зимней Олимпиады 22 года в Пекине. Она родилась в 2001 году в Алтае, Уйгурская автономия. Дильнигар – первая спортсменка из Китая, завоевавшая медаль ФИС Международной Федерации лыжного спорта. Как дела, Дильнигар? Где ты сейчас? Я в порядке, я сейчас в Норвегии. Только что закончила соревнования и вернулась в номер. Многие западные СМИ часто пишут о вас. Что вы можете сказать об этих репортажах? Во-первых, мне все равно, что они пишут. Я спортсменка и хочу просто сосредоточиться на тренировках и гонках. Это моя первая Олимпиада, и я получаю от нее огромное удовольствие. Так что мне все равно, я просто хочу наслаждаться этими соревнованиями и гонками. Всем привет из Алтая, Уйгурская автономия. Да, Олимпиада закончилась, но наш путь разоблачения западных выдумок только начинается. Медик, собственник Уолл-стрит Journal, сказал, что она исчезла. Подконтрольная корпорациям Нью-Йорк Таймс назвала ее просто носящее уйгурское имя. А британский таблоид Daily Mail спрашивает, где ее родственники-мужчина. Дильнигар Ильхамджан, уйгурская лыжница, зажегшая Олимпийский огонь на церемонии открытия, подверглась нападкам со стороны многих западных СМИ. Ее семья испытывает радость и гордость, но они также разделяют чувства, которые на протяжении многих лет испытывали жители уйгурской автономии, обиду и оскорбления. Они проявили неуважение к нам, как к уйгурам, как будто у нас не должно быть таких прав. На самом деле, мы имеем такие же права, как и все народы. Мы впервые побывали на родине Дильнигар на Алтае, в уйгурской автономии, и поговорили с ее семьей и друзьями. Это мои друзья и мои две невестки. Здесь так весело. Это мои сестры. Это дяди Дильнигар. Нам интересно, как бы они ответили на вопросы вроде «Где все мужчины?», учитывая, что на видео, где семья смотрит церемонию открытия, было видно лишь несколько мужчин. Спасибо, что пригласили нас. Так радушно. Мы видим много людей в интернете, говорящих, что, похоже, в семье Дильнигар нет мужчин. Можете что-нибудь сказать про это? Это совсем не так. Наша семья имеет много родственников и друзей, и много мужчин. На день открытия церемонии мы были очень взволнованы. Когда мы смотрели церемонию, мы чувствовали подъем. Женщина была более любопытна, и мы сидели рядом. Некоторые мужчины курили снаружи и смотрели церемонию открытия в своих телефонах. А мы сидели в других местах и не были видны на видео. Возможно, это объясняет. Так много людей сегодня. Это обычно. Нет, это необычно. После Олимпийских игр они все пришли поздравить нас. Дильнигар завершила свои олимпийские гонки. Это большое дело. Я действительно не ожидала, что моя дочь когда-нибудь будет иметь такой успех. Чтобы проверить их слова, мы поговорили с журналистом Ван Куаном с местного телевидения, который снимал тот самый клип в тот день. «Привет, мистер Ван. Это кадры того вечера. Давайте сначала посмотрим на время. То было в ранние часы 5 февраля. А вот, что я снимал тогда. Из-за того, что гостиная была небольшой, некоторые люди не помещались внутри. Вот мужчина сидит на кухне, наблюдая трансляцию на своем телефоне. Здесь больше мужчин. Позвольте мне показать вам панорамный план. Здесь также и дети. У них место подле женщин. Так женщины могут иметь лучший обзор. То, что жители считают нелепым, широко распространено в интернете и считается доказательством геноцида в уйгурской автономии. Ложные обвинения могли бы стать правдой, если бы сами жители не ответили. Но даже если они это сделали, обвинения остаются неизменными. Это чувство разделяет и двоюродный брат Дильнигар, который также тренируется как спортсмен национального уровня. Вы обратили внимание на репортажи иностранных медиа? Да, я слышал похожие фейк-ньюс. О чем?
Они говорили, что Дильнигар не уйгурка, но носит уйгурское имя. Это выглядит совершенно абсурдно. Это рассердило вас. Конечно, это рассердило меня. Мы тренировались вместе, когда были маленькими, и потом она уехала тренироваться за границей. А я остался в китайской национальной команде. Как вы заинтересовались лыжами? Все дети, кто вырос на Алтае, любят лыжи. Так что я сделал это своей профессией. Родина Дильнигар, Алтай, это место, где можно найти самые ранние следы лыжного спорта. Его снег и льды уникальны по своей природе, а зимние виды спорта настолько популярны, что каждый житель Алтая умеет танцевать на льду. Но внимание Запада оказало беспрецедентное давление на 20-летнюю спортсменку и ее семью. Sırtlardaki meytivanın kanalda haberleri onda birini bile bosçu, konulun kanmay balam. Çatqın bolmasın ha? Ha, hani kim vаңla çıkıp atkan haberler, sen toğruluq sözler bos çatqın bolmasın, məşqini yaxşılaysan boldu ha? Məşqini yaxşılayıp, musabqını yaxşı olsan boldu. Makul, dedim ağaca, ben onunla körüp, ne bakıp çıkınım yok, ara yağa sözler körüp o. Oldu. Meni isteyeversin, körmedim. Açan hoş geldin. Но все больше и больше неправдивых репортажей появляется. Это и куча предложений репортажей оказывают давление на нее. Поэтому у нее не получилось хорошо сыграть на Пекинской Олимпиаде. В вашей последней гонке на Олимпиаде норвежские спортсмены ждали вас на финише, поздравляли и обнимали вас. Интересно, что вы тогда чувствовали? Чемпионку зовут Тереза Ехарук, и она также мой кумир. Сначала я не знала, ждет ли она меня, а потом, когда проигрывала ей 100 метров и видела ее. 30 километров – это очень тяжело, потому что это длинная дистанция. Я почти хотела сдаться, но я просто хотела наслаждаться гонкой и учиться как можно большему. И я подошла, и мне нужны были эти объятия. Я была так счастлива, когда увидела ее, и потом мне стало очень радостно, и я снова воспряла духом. Если Дильнигар или любой другой спортсмен-уйгур не появлялся на Олимпиаде, западные репортажи писали о том, как Китай помещает уйгуров в флаге. Когда они появлялись, Запад спрашивал, где все мужчины, намекая на то, что Китай помещает уйгуров в флаге. Были изучены 1000 репортажей западных СМИ об уйгурской автономии. Мы видим, что они цитируют исследования агентов ФБР, не раскрывая их честных связей с финансируемым правительством США разведывательным органом. Или они вырывают репортажи китайских СМИ из контекста, чтобы подтвердить свою предвзятую точку зрения. Они даже приезжают в Синьцзян в поисках конфликта, взывая к старому штампу о «красной угрозе» коммунистического Китая. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех за поддержку. Хотя на этих Олимпийских играх все получилось не идеально, я буду усерднее тренироваться и готовиться к следующим Олимпийским играм.